Говоря об ингушах, копаясь в их молодой истории и читая записки, оставленные разными историками с России так и за рубежа, невольно в голову приходит мысль, что это народ, искусственно созданный русскими, чтобы потом противопоставить непокорным горцам для дестабилизации жизни на Кавказе. Хочу привести в пример слова русского историка тех времен, часто которых приписывают другому человеку, а именно Виктору Шнирельману. Вот что писал Графовский про ингушей, цитата: «Имперская Русь против непокоримого чеченского народа предприняла коварные планы. Покорение этого народа огнем не было возможным. Видя обстоятельства, Россия начала разделять чеченцев на умеренно и агрессивных, а под конец назрел план ударить в сплоченность, этим самым разделив и образовав ингушский народ исключительно из чеченских племен». Конец цитаты. Ведь в этом нет никаких сомнений. Ингушетия была главным плацдармом для царской России в те годы вместе с Тифлисом всея Грузии, главные братаны ингушей. Это территория, используемая русскими для сбора войск при подготовке вторжения на территорию непокорных горцев. Вот для чего нужно было русским образовать или же создать новую нацию – ингуши, абсолютно покорный им народ.